Сейчас все так или иначе подводят итоги года. Разбирают, что у них хорошего произошло за этот год, что плохого. Говорят о своих достижениях, неудачах и так далее. Что я могу сказать по итогам этого года? Я устал от соцсетей. Вот что я могу сказать. Это честно, это не для того, чтобы вас как-то демотивировать или чтобы у вас опустились руки. Я просто говорю, что я устал. Устал от купи на каждом шагу. Устал от того, что людям навязывают эти правила игры, что ваш канал должен быть продающим. Если вы ничего не продаете, зачем вы вообще делаете то, что вы делаете? Я знаю, зачем я делаю то, что я делаю. И мне невозможно навязать чужую точку зрения. У меня есть миссия. Я в любом случае буду продолжать то, что я делаю, без желания как-то продавать. С этим желанием я уже выгорел полгода назад. Я не могу все время находиться в выгорании. Я продолжаю заниматься переводами. Да, я делаю расклады в любом случае. Онлайн или офлайн у меня есть свой инструмент. Я в любом случае буду с ним работать. Если вы будете приходить на расклады, я с удовольствием сделаю для вас. Но я не буду ни за кем гоняться. Ни за учениками, ни за кем-то еще. Я устал. Я устал от сидения 24 часа в сутки без какого-то либо результата. Я лучше сделаю перевод, доделаю все свои дела, которые собирался доделывать. Я бы уже давно перевел Ворона Эдгара По. Я бы давно уже перевел Хоббита на прусский язык. Возможно, это кроме меня никому не интересно пока что в этой стране. Я понимаю, что ситуация у всех разная. Заинтересовать кого-то прусским языком или прусскими рунами, когда люди просто пытаются выжить, это сама по себе непростая идея. Я знаю, что единомышленники и те, кому интересно то, что я делаю, останутся. Люди со схожими взглядами всегда будут рядом. Социальные сети хороши, когда вы хотите делать добрые дела и объединяйте вокруг себя таких же людей. Вот я объявляю 2026 год годом добрых дел. Если кому-то нужна с чем-то помощь, я помогу. Если нужно вас чему-то научить, я научу. Я не буду ни за кем гоняться. Я не буду себя никому навязывать. Если вы думаете, что я навязывал свою тему или как-то ее неэтично продвигал, я прошу перед всеми прощения. Я говорю о том, что важно для меня здесь и сейчас. Потому что кто, если не я? Когда, если не сейчас? Тут других вариантов просто нет. Люди до сих пор говорят мне спасибо за то, что я освещаю тему, которой больше никто и не занимается. Это не моя вина, это скорее наша общая беда. Беда в том, что мы оторвались от своих корней, о том, что мы не помним своей истории, о том, что традиции, которые мы должны, по идее, возрождать, просто потому что находимся на этой земле, это уже само по себе является основанием. Мы этого не делаем. Мы от этого оторвались, мы летим как лист на ветру. А пока нам нечем зацепиться, мы будем пребывать в этой тревожности. Не просто так, тревожность — это слово 2025 года. Я понял, что я не могу топтаться на одном и том же месте. Я понял, что я не могу возвращаться все время в точку, откуда я начинал. Я буду идти дальше с вами или без вас. Я никого за собой не тяну. Но в любом случае, знаете, если вам нужна поддержка и помощь, вы всегда можете прийти ко мне за ней. Я вам никогда не откажу.